существует. Если бы не было бы боязни, то есть угрозы тебе, ты бы думал, как вольный человек. То есть, соответственно, не было бы всего этого. Люди бы начали думать рационально. А, Вот и все, и не более, и не меньше. Но со времени, бурдушин, нахтетер, бушин, сами поймут. Но это требует, для этого требуется время. Может, и одно поколение даже, может, два поколения. Но сейчас уже век технологий, этот процесс очень, как сказать, в разы умножился, да? Раньше, когда невозможно было счерпать информацию из какого-то источника, сидя дома, сейчас можно уже. Раньше это было трудно. И человек, как бы ленивый человек же не будет там тратить свое время там. А сейчас уже даже ленивый человек может это, да ладно, уйти сделал. Ну, например, возьмем мой пример. Я, честно говоря, думал, что здесь тоже какие-то сидят евреи, чеченоговорящие. Мадархадович у нас. И, в общем, подумал, что эти сатанисты там говорят про мою религию, короче. И начал изучать. Да, действительно, так есть, так есть. Задавал вопросы. Мне сказали, не задавай такие вопросы. Это шайтан тебе там ухо, короче, из краника льет. Когда мне такое сказали, я вообще был ошарашен. Вот такие дела. Понимаете, что вы сами, каждый человек должен сам к этому прийти и понять, в чем истина. Бога-то никто не отвергает. Я лично не отвергаю. Я никогда не стану атеистом. Потому что, ну, сколь бы мне это ни твердили, атеистом из меня никакой, как бы. В Бога я верю, а в религия это уже другое дело. Со времени каждый поймет, что это инструмент пропаганды. И не более, и не менее. И точка. Просто мне обидно, что приписывают нам здесь, что мы безбожники, там какие-то там туда-сюда. Я, к примеру, не язычник, например. Я просто верю в Бога и все. Кто-то язычник, кто-то христианин, наверное, не знаю я. Но большинство из людей, которые сидят здесь, Так верят в бывает. Бога. В чистого Бога, которому не ставят никакие рамки, вне понимания нашего интеллекта. Э, Бога достичь, понять в этом мире, в этом сознании, нашим ограничением, ну, это как минимум, если, опять-таки же, если мы не можем достичь Вселенную, то как достичь того, кто создал этого? Это же абсурд полнейший. Я бы хотел добавить фактора страха. Был момент из игры, старой игры такой, Крадиса, вторая часть называется. Там был персонаж, и вот он, когда умирал, ну, кстати, он находился в контейнере жидкостью, да, там-то мозг не функционировал, и скоро там, ну, он должен был умереть, отключиться. И он так добавил, что ему всегда была интересна загробная жизнь, что там будет. И его эти слова сейчас процессирую. Хоры ангелов и гиена огненная, это, конечно, бред полный. Но он добавляет потом, наученный бояться ада в детстве, с годами не разучится. То есть вот этот момент там был хороший, как вот к страхам управляют. Да, очень интересный момент подметите, да, Цезарь. Очень интересно, да. Такое слово «страх» юг постоянно в любой религиозной идеологии. Самое главное – это страх. Вот мы не знаем цеха просто, ну, не знаем мы это, вот сколько существует человечества, мы не знаем ничего о потустороннем. То, что происходит за гранью смерти, войны. Какие-то теории и так далее. Но
Вот 100% вот так вот, именно вот конкретно вот так дать. Там у ворот сидят там эти двое, короче. Ты туда, то есть. Ну, а шукета с бошты. Цаха, это же просто надо понимать. Уж Ванхам Ларис, мы хотели бы узнать, что там творится. Что, может, это симуляция, этот мир. Я, честно говоря, последнее время вот больше склонен к тому, что это вот симуляция, теория симуляции и симуляции. Как это называется? САС. Матрица. Да, типа того, короче. Та матрица, та симуляция, я чун. Фотон, са хумалиес. Бях мобила. И чурк антуац дауш хазда. Са цунгиш са шишо каш, фори кошо каш формулацион иш са. Да дүйч камел дяш. Das ochtend schädel hom der قلن دون ولي. Sa иш sa حاجة عجي قيلة إيه. إدال حق ولن ochtend سي. Etiač o zadumаться da je terco svjegoc. Beir dacins, ene jucun mozg, ni on ničem ne zasran, ta ideologišca, uopće dunijecun ujucaga, šije dajna ne svitoj ducun, in socin mastacun deu, as олгцун шадал хом дал квалан хом ноли. И вот это чистое сознание, и вот у него возник вопрос так. Если ты утверждаешь, что что-то кто-то создал, значит, логичный вопрос у него возник, значит, и его кто-то создал. И так, задуматься, да, и так все это. Кстати, ничего не селера, маш толшумусу. Повторить можешь? Ираги, бяхмобила. Можешь повторить, Фридом? Бяхмобила, Ираги. Дить смотрела, это. Ну, я по теме хотел ему сказать. И был швари то, что Бейру ему вопрос задал, то, что если все создано Богом, то кого Бог создал? А если их было двое изначально, например? И Барицу, Фридом. Я ему говорю, вот Бейрду и Цунгбо Хошокач, ну и Дишокач, чует. Сам объясняет, я человек дал хвалон, он все создал Бог Олостюнг. Так, и Бейрду и сознание, цен мою, са идеология, са умыться, то есть он просто маленький ребенок. Для него все, что папа, мама говорит, это истина, короче. И вот он задумывается на секунду, вот он задумался, послушал меня, задумался и спрашивает меня, а кто его тогда создал? Вот и момент, задуматься, да, и танцует, да, я тоже думал об этом. Сам Алитанши, Адеша воздала. Я такой вопрос задал вот этому антитеррору. Я много думал об этом. И никак мне никто не смог дать ответ на этот вопрос. Допустим, их было двое изначально. Никого никто не создавал. Что мешает, чтобы было два божества? Можешь дать на этот вопрос ответ? Ты чуть-чуть о другом говоришь. Просто я хочу сказать, если когда человек делает утверждение, что что-то вот так, и как закон прописать, так, соответственно, у него возник вопрос, если все кто-то создает, значит и того, кто все создает, тоже кто-то создал. Ну, в таком случае этот вопрос не относится к Богу. Это нерациональный вопрос, который никак не относится к Богу, так как это относится к материальному, то есть созданному. Абсурдный вопрос, Хули, хотел. Но если их двое, например, тогда что? Ну, почему вопрос абсурдный? Там, то есть, если что-то, как утверждает, если кто-то существует, если что-то существует, значит, его кто-то создал. Он говорит, если их двое, смотри, изначально их два.
Два Ну, божества изначально. Никто никого не создавал. Тогда не, что? вопрос друг. Никто не Да, в ты том, в что другую один. сторону уходишь. Айцат, с момента просто ты не улавливаешь вот эту саму суть вопроса. Не то, что там Даже кто-то, если никто, просто сам вот этот момент юхинс дуйхинс хач واحد يزل خوي от حيدوزل чуин ок шишо хошо кэш пришо кэш шули هرشادل هم دال قلن دهون دال وحون مصهم دال قلن دهون ок أحسن إلشة إلشة سچوح سوق أت دوزل خو شو خاطر دينت إشادك تعمو قلن خلش قلش خلشة قلن جميلوت قال راس утверждение نيتون شادك تعمو قلش خلشة إيش تقولقي تيتو Ну, قلن خاطر Фридом, بالدلو Фридом, смотри, допустим, если, ну, опять-таки же, это абсурдно. Вот я постараюсь тебе объяснить. И хаквелен, и хаквелен, и хаквелен, и хаквелен, бесконечно ответы, там нету конца, согласен? Согласен? Согласен. Так получается абсурд в данном случае и высказал я абсурдную точку зрения ребенку. Понимаешь? Я ему сделал утверждение, на которое у меня нет ответа. Ну вот именно я это и говорю, что этот вопрос сам по себе абсурден по отношению к Богу. Если Бог один, да, источник, то это абсурдно, потому что он как бы без начала и без конца. А задавать вопросы, кто создал того, у кого нет начала, ты просто рационально войди. Ты можешь задавать такие вопросы? Иса, смотри. Это как сказать, где границы бесконечности? не, суть, почему он говорит, кто создал Бога, потому что когда утверждает, что допускает, что Вселенная там или все сущее всегда существовало вечно, они утверждают, теологи, что вот как это могло существовать вечно, что-то обязательно должно иметь Творца, по их логике. Вот кто-то обязательно это создал. Но тогда встречный вопрос задается. Раз вы утверждаете, что Бог все это создал, и все сущее должно иметь Творца, кто создал Бога. То есть это их аргумент, то, что Вселенная не может быть вечной изначально. То есть против них идет. Вот этот момент имеется в виду там, насколько я понял. Потому что если они если Бог вечен и не имеет начала и конца, то их аргумент, то, что вот Вселенная не может быть такой, это абсурдный аргумент тут получается, потому что раз одно может изначально таким быть, то и второе может быть изначально таким быть. Либо же все должно иметь Творца, то есть до бесконечности идет. То есть это просто их глупый аргумент насчет этого. Это опровергает. Так удархаем просто то, что Исас низ Бог, и само абсурдно это получается. Но в итоге получается, что абсурд-то несу я. Хитро, само цакуэлэн Бог, что инцауак дыч могульсо. Да, вот именно. Просто насчет двух божеств, там, насчет многих, там, насчет как это, насчет язычества, там еще такой пример приводится глупый в Коране. Если бы богов было много, то каждый из них унес бы там свое творение, там, или они между собой начали бы враждовать. Но есть мифологии, да, даже большинство мифологий, вообще верования людей, кроме вот этих 3, 4, 5, все они вот вообще основаны на язычестве, то есть где много богов. И они, ну, в этих мифологиях, они спокойно там уживаются, то есть там своя иерархия у них есть, как у людей. И тоже такой абсурдно глупый аргумент приводится, то, что вот если бы их было много, то они бы поссорились. Но один из них сильнее, Вот. один из них вот он их подавляет там и контролирует. Цезарь. Все делов-то.
Цезарь и Мохулхан, ведь тиран Латин, Сагухца, властолюбивый человек есть, который любит власть, и он хочет, чтобы вот эта вся власть концентрировалась только у него. Отсюда мышление, и ханжа уйдет, он вот чисто ханжество это называется, по-моему. То есть чисто реально боюсь ханжество. Ханжа Фрида, все же, от Цезарь, ты тоже уходишь от моего вопроса. я не слышу. Допустим, Бог, смотри, Бог, ну давай возьмем Писание, Альфа, Омега, да? Без начала, без конца. А что мешает, чтобы их было множество? Что их всегда было? Богов Да. ничего не мешает. Я и говорю как раз-таки вот этот их аргумент, то, что их было много, или то, что он один. Я в Коране вот говорю, тебе привожу пример. Если бы их было много, то они поссорились между собой, они говорят. Это тоже абсурдный аргумент, то, что их много, к примеру. Или то, что и каждый, допустим, ограничен в своем... Ссора – это человеческий фактор, согласен? Это только присуще человеку, да? Но это негативное явление. Ну, ссориться Какое? это... Да. Ссориться. Бог, как может Бог ссориться, если он не пожелает, если они не пожелают ссориться? Допустим, у них нету такого. Они же могут себе Они же как бы... созданные, по примеру людей, они же придуманы такими, да. То есть они наделены такими... Этому я и хочу донести до вас. Понимаете? Мы это и утверждаем, тоже просто аргументы глупые разбираем. То, что, к примеру, был момент, где вот одно из имен, почему Аллах там создал людей и джиннов, которые грешные, которые грешат, и он любит их прощать, чтобы вот это его имя, прощающий, и вот этот его атрибут, он исполнился, то есть этот его атрибут, и ему надо, чтобы он, как сказать, в кавычках, использовал, это качество его использовалось. То есть получается, по их же логике, этот Бог нуждается в людях, хотя он не должен, то есть без людей, то есть качества, которые вот, например, слышащий, там, видящий и тому подобное, там, прощающий и так далее, щедрый, которые без самих творений, они не могут у него попросту быть. Потому что, чтобы что-то слышать... Цезарь, смотри, в другом формате задам тебе вопрос. Бог всемогущий, Бог может все, буквально все. Но если задать вопрос этим теологам... Любому человеку, если любому, по философии, религиозной философии, Бог это всемогущий, да? Да. К примеру, когда вот задают... Бог тогда, смотри, Бог может создать такого же Бога, как Он. Смотри, да, вот это вопрос, когда задают мусульманам или там исламским ученым, например, может ли Бог создать, например, вопрос в старости распространен, создать камень, который он не может поднять. И когда вот этот тупиковый вопрос им задают, они говорят, что вопрос но не на это имеет... есть ответ. На это есть ответ. Бог может создать камень, который не может поднять, а потом может изменить свое мнение и поднять его. Тогда этот камень он изначально мог поднять. Тогда это, если он, то есть который он вообще никогда не может поднять. Вот в чем вопрос. И Бог себе не ставит рамки, понимаешь? Этот вопрос не имеет значения, он не имеет смысла, эти философские вопросы, и тогда они uходят. Они Мы уходят. на самом деле говорим об одном из Цезарь, бяхкам была. Цаум дуой даются просто разными словами даются, и шайдега. Со просто гуалрэшчур, про какую мысль я хотел донести. Эйс от сбери дин амел дуй, и от сберус берду its эн сознание юцун. Цусю хадил хаттер дуй, от хаттер дадил жуап цехилерса. Это шилчок хилерсон, хулица, нага хулсон жизни, штат ситуация ты охватываешь раз, или задуматься, заставить дашь момент хулсон, нага. Вот, и один из моментов это был и АЛС Чурса просто. Ну тогда ты ответь мне, Арма, ты ответь на этот вопрос. Там шум дюшла.
Boş, takıyet. Kalma Şukiyet tamam işiyor, şu eyvallah. humna kıyet рерчу. Şu Не, takıyet Галгыч, просто. Сокитры, слушай, я хочу просто понять, реально, Балкитры, шушунсу, абсолютно, цаумадачу. Чисто Он понять. жапуш, молодцы, он просто бусадна и хэкчтер, гуол бош, и вол стали жапуш, и коч, молодцы. И Я не борется. знаю вообще. Хан жап он. Бог, Ну как может ты ли Бог думаешь? создать камень, который он не сможет поднять, да? Не, Бог может создать такого же Бога с такой же властью, бесконечного, без конца, без начала, изначально. Я, Ну, кстати, по моему мнению, Бог вообще ничего не может, ничего может, вообще может, не может, там нету. Вот есть Бог, наше понимание. И все, что есть, это есть Бог. Управляется, точнее, некая энергия, которой не будешь задавать. Подойдешь к телевизору и не будешь задавать вопрос там, телевизор может там, чтобы у него 2 ноги выросло и бегать как там, или дать салам там, или еще что-то как бы. Ну, Бог, это само понятие как бы для меня лично, в моем понимании, бесконечно неограниченная, нашему разуму не поддающаяся система. И там камни, не камни, вообще эти слова как бы не относятся. Их можно говорить про там Иисуса, Бога, да, который, скажем так, будучи всемогущими, все равно о себе рассказывают что-то, являют себя и так далее. Аллах там, да, с 2 руками там и так далее, рассказывает о себе что-то там, он может, не может. Вот для этих таких богов, вот для них он как бы уместен этот вопрос. Но в моем понимании Бог это непостижимая ситуация и как бы точно, камень. да. Ну тогда то, что я сказал рационально, да, по отношению к Богу, вопрос, который задается, Бог может... Да, если кто-то говорит, что я знаю Бога, и он всемогущий, все могущий, вот он и должен отвечать на этот вопрос. И вообще не отвечать на него он не имеет права, если он говорит это. Я не говорю, что, например, Бог всемогущий. Нет, он не всемогущий. Он могущий то, что он себе могущий. То, что он могущий. А все могущий он или нет, я не знаю. Но это Нет, не в рамках нашего понимания, да, как бы за рамки нашего Да, понимания. мне кажется, да. этот Закир Найк, и он так на передачах от себя много чего несет. Был момент, где он говорит, что это Бог, он не всемогущий, он так и говорит. Например, Бог не может создать меня одновременно и высоким, и низким. Такие вот эти противоречия друг другу вещи Бог говорит, и он не в состоянии это сделать. Он, к примеру, говорит, не может выкинуть меня за пределы своего царства. То есть все вот это все сущее принадлежит Аллаху, и Аллах не может меня там из своего царства куда-то выкинуть, то есть чтобы я не был в его владениях. И когда вот дошли эти слова до этих Ахли Сунна валь Джамаа, и там дали послушать Фаузану, насколько я знаю, его там чуть ли, короче, такфир ему не вынесли за это. Но там есть ответ тоже на некоторые вопросы. Мол, если Аллах дал вам завет, обещание, то он исполняет свое обещание. Если сказано так, то так и будет. То есть он не нарушает свое обещание. А если он не нарушает свое обещание, то он автоматом как бы себе ставит рамки. Понимаешь, к чему? Но там есть момент, где он сам, вот, к примеру, то, что сказал, что его милость будет спереди его гнева, и есть там противники этих слов, этого хадиса, то, что
вы ограничили Аллаха и так далее. Но вот эти саляфы, ахли сунна и так далее, они говорят, что типа это не мы ограничили, это Аллах сам себя ограничил. Поэтому это якобы вот дозволено. Ну, в общем-то, лазейки, окна, все это у них присутствует полное. Когда им надо, все это присутствует. Вот момент, Парма, ты слышал или нет, про Чукотку. Помнишь, нельзя вот заканчивать пост там, пока солнце не сядет. И где вот солнце не садится круглый год, там надо смотреть по ближайшему вот этому району. Там я не знаю, ты слушал, нет, вот эту фетву другую, там фетва другая тоже, где вот самолет летит, и в самолет человек на земле, если там вот самолет, и на земле под самолетом, то есть в этой точке уже люди заканчивают пост, то есть солнце там село, могу ли я тоже закончить свой пост, находясь при этом в самолете? Ему-то отвечают ученые, многие ученые, вот тебе нельзя, у тебя наверху там солнце еще не село, говорят. Когда солнце сядет, тогда только может разгориться. Противоречит. Если я говорю Бог один, я ставлю ему рамки. Богу конкретно, насколько. Вообще, там вот Аллаху акбар, Аллаху акбар. Смотрите, вообще было того, она сосанда цифр, вала, сайнек, дерес бош, ашул. Я его слушал, он про Закира Найка, там, туда-сюда. Ну, у меня просто чисто таухид, субханаллах. Маша Аллах, Маша. Хотите умер, а? Не, я-то верю, что Бог один, это моя вера, как бы, да. Я верю, но у меня нет Что доказательств. такое один? Ну, источник, как бы, один, там, всего и вся в понимании один, Если это ты как говоришь бы... один, он, Бог один, то ты его уже делаешь математической величиной. Ты его Вот уже поэтому я приземляешь. задал вопрос. Один Ну, можно рассчитать только то, что имеет начало, имеет конец, габариты. Ты можешь его под математику раз, один, два, три, вот так считать. То есть идолов ты можешь положить там, не знаю, Иисуса поставить, Яхве поставить там, Зевса, Одина, Аллаха, вот так поставить идолов и считать. Один, два, три. А Бога ты как будешь считать? Один он или много их? Или вообще что оно такое? Ну, смотри, формат Бога, в которого я верю, дело. Для меня он один, как бы. Один не в том плане, что он не может, как ты сказал, существовать в каких-то множество числе или там, ну, там необъяснимое это как бы, это вера просто, понимаешь, у меня нету тебе никакого доказательства, чтобы это доказать каким-то образом научным, да. Я понимаю, я просто развиваю дальше твою логику, свою логику просто размышляем. Но сон, как бы, мое мнение, что один-два говорит о Боге в отношении, это уже его приземляет, как бы. Мне кажется, это не истинный Бог, когда говорят Бог один, Бог един, там, Бога два или три. Там. Уже я слышу, что люди говорят о неком своем ограниченном разуме, созданном или зафантазированном каком-то божестве, каком-то, ну, вот поставил и смотришь на него один. Ты понимаешь, что вот он один стоит. А Бога, который там не имеет начала, конца, безграничен, бесконечен, там, я думаю, неуместна математика. А в чем проблема, если он один формат, допустим? Ну, если он один, проблема, то он как бы как человек какой-то один единственный. Ну, уже твой разум представляет некую субстанцию едино, один как бы ничего больше нету, и он такой один во тьме,
полностью пустота вокруг, и он один, и больше ничего. Но он Но же я не в считаю, что нашего Бог понимания. бесконечен. Бог бесконечен, и в Да, 1, да, 2, согласен. 3, ну, я имею в виду бесконечен, и в исчислении его, сколько богов, например, бесконечно богов. Но в То есть общем можешь назвать его Богом. ты имеешь в виду, мы не можем говорить, что он 1, 2, миллион, миллиард, а бесконечно, Да, да? да, как бы? да. Да, согласен в этом тоже, да. Ага, Ты вообще не ставишь ему никакие рамки, одним словом. Да, абсолютно. Человеческими какими-то, из нашего понимания я о нем вообще не размышляю. То есть я признаю, что мой разум ограничен в отношении этого, скажем так, этой энергии, к которому мы все подсоединены. Я понимаю, что мой разум ограничен, чтобы познать его. Поэтому 1, 2, 3 цифры наши изобретения. 1 – это наше, мы придумали 1. Чтобы нам легче было жить. И точно так же мы, чтобы легче было понимать, устраивать, устанавливать свои религиозные представления и мировоззрение, мы также применили эти же термины и к некому, к этому началу всех начал. У меня по другой теме вопрос. Да, сейчас Алманас скажет, Цезарь, я перебил его. Алманас, говори. Цезарь Беркугелайн, резко. А вопрос. Сон интересно, да? Например, оценить камел да вулы, höga хахтер локту, короче, ходил милу, фанах тиешу бош. И момент перескочить ца тактики ла, ца придумать дирдерти, чтобы вот перескочить этот момент и уже говорить о религии. Хуяльча. Ходил Хадер милу, милу эльчи. ходил, короче, его был тренинг, короче, отдавити. Koordinācija, короче. Лишь nabāhtā būtoši inzeri tazardies, jā, izpratēniši jāš. Сюда коордinācija, kelnag языца. И Ну ты перескочить же дал модель, ответ, формат. Ты же Да, дал мне я ответ, же- вот этот ответ. Там методики, Да, это придумать. vai kvartikrūboši. Asāk, обычно цагалец. Идалан, туган хала, онкарвая, танча, хотя бы хала, дайсму, не хаш гонда, уду тахиби. Баол делан, тихируаца, баол делан, тихируаца, джимал. Кварт нет папир, остается дийцам, цадуется вообще. Un tev, удивится, туган хала, онкарвая, ушел, саги, о каком возвышенном ты будешь с ними говорить. Манас, просто попробуй ему сказать, а твой Бог настоящий или нет? Вот они скажут, вот ты, а кого ты веришь? Он скажет, что я в Аллаха верю. Он такой, расскажи мне про него, там, докажи там и так далее. Там постепенно на религию так и перейдешь, там, что, почему вот так, почему